Что, ты снимаешь на видос? Да. Ведь это видео. Спасибо, Саш. Да, мяч сыграл. Кайфуем на футбольчик, да. Кайфуют у тебя глаза от футбола? Вообще охуенно. Лучше бы дома сейчас сидел, смотрел бы с двух моников и тот матч. А, тот еще не начался. Вот тот посмотрим. Дядя. Ты видишь, как они играют? Как боги? Они мощно играют. Да. Да. Это Элизео, да? Смеешь, они делают не. Подожди, я знаю, что он черный крайний защитник. А левый тут... Как боги красят. Сереж, аналитика. Сереж, давай аналитику в перерыве. Аналитику в перерыве, я не знаю. Стой. Мы все подпишемся на твой канал, Сереж, давай. Все, уже идет запись, да? Отлично. Я хочу сказать, что «Зенит» выглядит очень уверенно. Маурисио для своего первого матча Лиги Чемпионов выглядит более чем хорошо. Кокорин пока видно, что он не готов играть ни в основе, он даже на замене, по-моему, еще не готов играть. Сказывается отсутствие Смольникова и, честно говоря, очень удивило, как играет Бенфика. Потому что она играет на самом деле уверенно и не чувствуется на самом деле, что игра идет на стадионе Петровский. Чувствуется, что Орел воспарил снова над этим стадионом и они готовы идти с новыми силами. Я думаю, что второй тайм пройдет под контролем «Зенита», но незначительным. И что касается счета, наверное, не знаю, пусть будет, наверное, ничья 1-1. Наверное, так будет закономерно. Про канал не забудьте, подписывайтесь на мой канал. Да. Хорошо, с вами был Мурзик. Подписывайтесь на мой канал, ссылка будет, наверное, здесь вот. Да, вообще без разницы где, потому что Злапин никогда в жизни не выложит это видео. Пока-пока. Сегодня же было. Экспресс-аналитика. О, Бенфика куда-то свернулась. Мало стало. Драться по трибунам. Хотели. Как тебе матч? Матч отстой, мы пока полностью вселяем. Мало опасных моментов. Я надеюсь, что второй тайм подарит нам больше интересных моментов. Верим в «Зенит». Хотя ты что скажешь? Я скажу, что все плохо. «Зенит» не команда уровня 1/8 Лиги Чемпионов. Увы, я. Рано нам 3 команды, по-моему, сюда. Попадет все «Спартачок» и будет еще хуже, и он даже, наверное, в группу не пробьется. Так что пока у нас, не знаю, лимит не отменят, все так плохо, и будет футбол будет стоять на месте. Увы, я. Хотим услышать ваше резюме по поводу матча. Ну, я думаю, матч закончится победой «Зенита» со счетом 2-0. Я надеюсь, сейчас «Зенит» соберется в команде в раздевалке и забьет 2 гола. Эти ворота ближние нам. Посмотрим. Очень оптимистичный прогноз, конечно. Так, смотрим статистику. 51 на 49, 5-5 по ударам. Ждем второй тайм. Просто я прошла такой 4 из 9, это очень плохо. То есть я не за женские права. Домострой там. Вот такие дела. А за что ты тогда? За «Зенит». Все, супер. Надо было добавить «наверное». Нет, я уверена. Это который в синеньком лет. Да, «Зенит» голубом. На празднике сказали, лучше начали. Не в голубом, а в лазурном. Лазурный берег. Есть разница, да? Разве лазурный не разновидность голубого? Ну, он под голубого. Там больше зеленого. Ну вот сейчас выйдут, и посмотрим. Лазурный. Ты что скажешь по поводу матча? Это очень напряженная ситуация для «Зенита». «Зениту» необходимо отыгрываться, но для этого ничего не происходит. Кокорин очень вяло играет, хорошо играет для своего уровня. А он пытается, но не может, потому
поддержат партнеры. В общем, надеемся на какие-то изменения во втором тайме. Спасибо. Так, у нас команды выходят на поле. Верим, конечно, верим в московских армейцев. В этом году возьмут На стадион поедешь на московский? На открытие там. ЦСКА? ЦСКА открывается в этом году. Вряд ли, я не знаю. Это к своему другу, как у него будет, скорее всего. Я по всем этим делам. Открытие обычно цены большие заламывают. Там С Барселоной же будут играть на матч открытия. чего? С Барселоной будут играть на матч ЦСКА? открытия, да? Все, поехали. Поехали, парни! Вас там. Повтори, пожалуйста.